Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, YouTube'тун колдонуучулары жана китепканачылар. Сиздерге бүгүн атайын эксклюзивдик интервью. Аты Кетрин деген эжекебизден интервью алабыз. Ал эжеке болсо Эстония өлкөсүнөн келген, ишкерлер жөнүндө сабак кылып киргизген болчу да. Здравствуйте, Кетрин. Добро пожаловать в Кыргызстан. Мы у вас были, мы очень много полезных опытов у вас получили, когда на сайте туров, да? И мне хотелось бы у вас услышать, как у вас это получилось? Как вы внедрили урок предпринимательства общеобразовательной школы в Эстонии, да? Да, сперва я очень рада вообще быть здесь у вас в гостях. Это такая страна, великая страна, страна контрастов для меня и такая культурная страна. Как мы внедрили, это, конечно, длинный процесс. Это не так, что писали куда-то на бумагу, написали программы и все сработает. Мы начали от того, что вообще такая предпринимательская компетенция, что это означает вообще для нас, и как развивать эту компетенцию постепенно из детских садиков до университетов. Так что мы начинаем работать с детьми от 5 лет и заканчиваем с университетами. Но еще быть честным, не только университеты, а еще взрослые люди, которым, может быть, уже под 60 лет, и они, может быть, хотят что-то переменять или переменить в своей жизни, и им тоже мы даем возможность учиться предпринимательству. Это такой общий, от садика до взрослого обучения, получается? Да, правильно. Это весь концепцию, получается, под вашим руководством это писалось? Да. Необходимость, от чего это пошла? Необходимость и все время, да, вы очень правильно. Все время, если мы хотим что-то менять или по-другому делать, мы должны понять, а что за необходимость для этого. Если мы не поймем, что за необходимость, может и нет, этого не надо делать, и где-то все время, да, должно быть необходимость. И необходимость была на разных уровнях обучения разные. Например, молодые люди не знали, как быть удачными на трудовом рынке, как создать свою фирму или быть просто активными гражданинами. Мы видели, что молодые люди делают всегда умышленные решения насчет денег. Они, например, возьмут что-то в лизинг, да, или что-то такое, они не понимают, сколько я должна или должен оплатить обратно, и так далее, и так далее. Мы хотели еще делать то, что необходимость была в том, чтобы в нашем обществе было побольше людей, у которых были бы навыки и знания, и если желание создать свою фирму, потому что без предпринимательства наше общество и страна не работает. Мы нуждаемся в предпринимателей, потому что они же платят налоги для нас тоже. И по-другому невозможно. Мы не видели по-другому выхода, как строить систему от детских садиков до университетов, что это была бы нормальной дорогой одного ребенка до взрослой жизни. И такая нормальная, логическая дорога для них. Такая дорога полноценная, которая закрывает очень много вопросов. Это социальный вопрос, да? Это, получается, от государства вам пришел такой заказ, или это гражданский сектор поднял этот вопрос, или это от предпринимателя вышла необходимость? Это было так и так.
Государство сама тоже поняла, что нужно что-то менять и двигаться. Предприниматели сказали, что да, к нам придут на работу молодые люди, но они ничего не знают от предпринимательства. Им трудно понять, как предприниматель или предпринимательство работает вообще, какая экономическая система. И мы нуждаемся в этих молодых людях, у которых есть предприимчивость, активность, кто умеют критически думать, кто могут видеть вокруг себя проблем и решать эти проблемы. На молодых людей нам нужно, у которых есть новые, свежие идеи, и они не боятся высказать эти идеи и так далее, так далее. Так что нужда была со всех сторон. От предпринимателей была нужда, от государства была нужда. И вы знаете, кто еще сказал свой голос? Родители стали сказать: а почему у вас в школе нету урока предпринимательства? А вот я хочу, чтобы мой ребенок тоже получил этот опыт во время учебы. Так что и родители стали больше говорить, что надо менять в школе какую-то систему, и мы хотим, чтобы наши дети, и у наших детей была бы возможность получить предпринимательское тоже обучение. Знания, да. Правильно я понимаю, вот школа, с какого класса начинается у вас обучение предпринимательства? Из детского сада. С детского сада? Да, от 5 лет. От 5 лет? Да. Получается, после выпуска школы ребенок уже знает, что такое юридические лица, взаимоотношения между компаниями, организациями, B2B, B2C, отношения, да? Да. И он знает, у него или у нее базовые знания, как вы точно сказали, финансовые знания, маркетинг знания, базовые знания и так далее, и так далее. Да, это правда. Налоговые знания. Да, налоговые знания. И это его или ее такой выбор, что с этими знаниями он будет или она будет делать. Сколько лет реализация данного проекта? Сколько лет потратили, чтобы она... Да, мы начали в конце 2015 года. За 8 лет в этом году внедрили, правильно я понимаю? Да, правильно, точно. Да. А кто создавал учебники, книги или материалы? Да, все методические материалы, учебники, рабочие листы, задания и так далее мы создали вместе учителями, кто практикует в школах, кто дает уроки, плюс университетами вместе. Так что научная такая база или подход, и плюс эти практики, кто ежедневно работают в школах, мы их соединили. И вместе вот такие были маленькие рабочие группы, маленькие рабочие группы, которые тогда, вместе, там иногда споря и так далее, они создали разную методику. Можно вопрос тогда? Классно. И практики, и методисты, и учителя. Да. Коллаборация, они создали коллаборацию Да. и создали учебники. Да, вопрос точно. такой. Процесс создания учебников. Вы-то прошли, получается, от нуля до конечного продукта. Да. Как происходит в Эстонии? Можете поделиться опытом? Как, например, создали книгу и какие шаги сделали, чтобы она вышла? Чтобы министерство одобрило, что она в школах можно использовать, там, экспертизы там всякие пройти. Поэтому что это программа под Министерством образования и науки, тогда все наши действия мы согласуем вместе с министерством. Это нормально, потому что от них и деньги и так далее. Это нормально. Если мы производим какие-то материалы, методику, книги, тогда, конечно, у нас есть в конце у всех рецензенты, которые смотрят, проверяют, это
цель достигнута с этими книгами или нет, или что-то еще нужно. Они дают какие-то советы. И тогда мы некоторые книги выдали на бумаге, но очень много у нас книг, дигитальные книги. Вопрос такой, вот просто мне интересно, как создаются учебники в Эстонии, просто процесс. Например, я хочу создать учебник. Какие этапы я должен пройти, если вы это знаете? Можете ответить, если нет, то другой. Если я хочу какой-то учебник делать, это тогда у меня есть какая-то идея, структура, что я хочу с этим с учебником достигнуть, какую проблему я решаю с этим учебником, нужна ли этот учебник, я все это поставлю, например, на один лист бумаги, что моя идея, почему это важно, что эта книга меняет, что это меняет для учеников. Потому что абсолютно все, что мы делаем, это в центре этот ученик. Учителя эти просто средства, они просто помогают. Да? Но ученик этот, у которого должно что-то меняться, для которого что-то должно меняться получше. Ученик это в центре. Все время у нас только этот ученик или молодой человек, это все, что мы делаем для него или для нее. Потому что у нас процесс создания учебника очень такой сложный. С ваших коллег я когда разговаривал, они сказали, любой учитель может создать учебник, точно, правда. И получить лицензию от университета и одного практика учителя. И после этого выпускается тираж. Да. Выпускается тираж или эта книга дигитальная. Это может быть дигитальной книгой или распечатать. Да, это правда. Классно. Еще возвращаемся к нашей теме. Я немножко ухожу к книге, потому что наш блог посвящен для библиотекарей. И ваша роль предпринимательства — это больше учителя, да, преподают, или это практики? Да, здесь все. Учителя преподают предпринимательство, плюс предприниматели ходят в школах, и они дают уроки. Ну, там, я не знаю, там какой-то предприниматель технологий, он придет в школу, говорит, как он начал, какие у него или у нее препятствия, как он их решал, какие-то советы, или на какую-то маркетинг-тему и так далее, так далее. Так что это все время совместная работа. И так мы приближаем школ и предпринимателей тоже. Они очень близко, и они лучше общаются и понимают друга получше. Возвращаемся к истории. Вот в 90-е годы была у вас программа «Прыжок тигра», который в IT большой упор поставили. Получается, эти дети уже, по моим информациям, уже создали компании единорогов. Компания, которой фонд составляет миллиард долларов. Да. Теперь вы поставили цель предпринимательства. Это она как-то последовательность? Да, я уверена, что мы увидим эти наши такие награды через несколько лет побольше и побольше. Потому что дети, которые, может быть, сейчас, я не знаю, там в 5-6 классе, у них еще надо учиться, у них надо еще учиться. Но да, это правда, мы очень гордимся, это мы на первом месте по миру. У нас больше всего этих однорогов, у которых есть популяции, да, у которых, да, это 1 миллиард, да, это правда. Это очень классно. Получается, эти же дети, которые хорошо учились по IT, сейчас создали IT-компании, которые капитализация стоит $1 миллиард. Да. Теперь вы хотите, чтобы целая нация, эстонцы, стали большими предпринимателями. Да. И у кого не выйдет,
может быть, первая фирма и так далее. Мы хотим просто, чтобы он был в жизни удачным и понимал систему и среду экономики и предпринимательства. И, может быть, в один день он опять делает какую-то новую фирму или попробует делать. Потому что все абсолютно знаменитые предприниматели, первые эти такие ступеньки были у них очень тяжелые, они провалились так, что и в банкроте были, и все. Но каждый шаг, ты все время учишься чему-то новому, и опять попробуешь. И не надо бояться делать ошибки, это нормально. Какие книги посоветуете, чтобы стать предпринимателем? Ну, топ-5 скажите хотя бы. Очень много этих на эстонском языке этих книг. И, конечно, еще что я рекомендую посмотреть YouTube каналы. Я рекомендую послушать подкаст. Это на русском языке тоже, да? Подкасты тоже. Такие 15 минут, может быть, полчаса послушать такие аудио, да, такие речи. Но книг очень-очень много. Я в жизни так много прочитала, что... Ваша любимая книга, да. скажите тогда. Я не помню сейчас вот это такой вопрос, да, автора. Я помню, что это был «Как стать мастером своей жизни». Как стать мастером своей жизни. Автора. Не помню сейчас, это так Google, помощь, коллеги. Да, это на эстонском языке, что меня так поразило. Но, конечно, очень интересные библиографии, да, таких знаменитых Стив Джобс, эти истории знаменитых предпринимателей в мире. Это эти такие очень интересные истории, книги, что инспирируют тебя, мотивируют тебя. И они, эти мысли, что они пережили, как они думали, как они пошли просто дальше. И предприниматели. Эти такие библиографические книги я советую очень читать тоже. Спасибо большое. И, наверное, я понимаю, у вас сейчас самолет, надо выезжать. К сожалению, времени мало было поговорить, но есть сейчас современные технологии, через Telegram, или через WhatsApp, или через Facebook будем обмениваться мыслями. Спасибо вам за очень такие познавательные, хорошие инсайты, которые получил я. И, наверное, последнее слово. Предпринимательство. К сожалению, есть стереотип. Ну, получается, у всех, наверное, людей, народов. Предприниматель – это такой человек, который там, за счет других там, принимает там, деньги, он типа, не, как говорят, даже мошенник, да, вот такой какой-то стереотип, да, коммерсант у нас там называют. А предприниматели – это двигатель цивилизации. Я так считаю, потому что я сам был предпринимателем, занимался предпринимательской деятельностью. На ваш взгляд, у вас был такой стереотип? Или если было, как вы его устранили? Да, точно такой стереотип был у нас и в Эстонии, что какие-то мошенники тут там покупают очень дешево, продают потом очень с высокими ценами и так далее, и так далее. Это не действительная работа, это не серьезная работа, это не какая-то карьера тут и так далее, и так далее. Так что точно эти стереотипы у нас были. Но, конечно, сейчас этих стереотипов уже нету, потому что быть предпринимателем – это очень большая работа, трудная работа, вы сами же знаете про себя. Постоянно рискуем, находим решение. За это решение нам иногда платят, иногда не платили. Ну, разные ситуации получается, но бывают разные случаи, да? Конечно. Но, это тоже от предпринимателя зависит, потому что один предприниматель может недобросовестно отнестись к своей работе, и от этого фона страдает
добросовестные предприниматели. Но, как и везде, всякие люди есть, не только предприниматели, а в других сферах тоже, как работники тоже, да, или как клиенты. Не все клиенты, может быть, все время честные и так далее. Так что везде таких людей существует, не только среди предпринимателей. Сегодня вот сейчас как раз было мероприятие по электронной коммерции. Там очень много девушки и девушки, они там стартап запускали, успешно выходили на зарубежные рынки, Amazon, Wildberries, Озон, да? Как вы думаете, уровень, на ваш взгляд, можете оценить и сказать? Да, эти все девушки и молодые женщины, которых мы сегодня услышали, они же уже очень успешные, и это же очень здорово. Они показали номера, что они там получили и так далее, и это очень хорошо. Но я хочу только добавить это, что у предприятия, у предпринимателя есть еще ответственность. Ответственность за общество и за дать что-то обратно тоже. Ответственность не только для себя построить какие-то ценности и выгоду, но создать ценности и для государства, и общества. Этого сегодня я не услышала. И я понимаю, что, может быть, они еще в процессе развития как предприниматели, может быть, они еще увидят. Но не важен только то, что я зарабатываю, но важен еще, что я же не какую живу. Миссию я несу. Вот, так и есть, да, правда. Вот все, тогда көңіл бұрғаныңыздарға чоң рахмат. Бүгін қонақта Катерин Медике болды. Эстония мемлекетінен келіп, атайын ишкерлер бойынша тренингтерді жандан тышкары катышууларга катышып кетти. Большое вам спасибо за выделенное время. Что вам хочу сказать? Большое спасибо, что приехали, дали возможность у вас взять интервью. Есть последнее слово? Да, благодарю вас и удачи вам. Все, пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.